На церемонии, организованной совместно Фондом науки и цивилизации имени Сутука Буграхана, научно-исследовательским фондом Восточного Туркестана и Фондом исследований уйгурской науки и культуры, вручили награды 41 уйгурскому студенту, набравшему высокие баллы на экзаменационных испытаниях для перехода в лицей LGC. 2 уйгурских студента, набравшие 488 баллов по LGC в этом году, получили по ноутбуку Apple. 2 студента, занявшие второе место, были награждены ноутбуками HP. 2 студентам, занявшим третье место, было вручено по планшету Samsung. Кроме того, 35 студентов, набравших более 400 баллов на экзамене, получили денежный приз в размере 1000 турецких лир. В Турфане, Восточный Туркестан, наблюдалась высокая температура с температурой поверхности 52 градуса, превышающая самый высокий температурный предел за тот же период истории. По данным Турфанской областной метеостанции, максимальная температура, зафиксированная автоматической метеостанцией в селе Астана Идикутского района города Турфан в 19 часов 7 минут по местному времени 16 июля достигла 52,2 градуса по Цельсию, побив рекорд высокой температуры. HP, второй по величине производитель персональных компьютеров в мире, работает с поставщиками, чтобы перенести производство из Китая. В этом году HP планирует перенести производство миллионов ПК для потребителей и коммерческих пользователей в Таиланд и Мексику. HP, которая произвела более 55 миллионов ПК в прошлом году, в этом году будет производить от 2 до 5 миллионов ПК за пределами Китая. Китай и Россия, которые сблизились после войны в Украине, также расширяют свое военное сотрудничество. Обе страны демонстрируют свою силу Западу и его союзникам с помощью крупнейших совместных военно-воздушных и военно-морских учений, которые они начали вблизи Японии. В учениях, которые неясно как долго продлятся, принимают участие большое количество военно-морских и военно-воздушных элементов, принадлежащих армиям двух стран. Ван И, директор канцелярии Центральной комиссии по иностранным делам Коммунистической партии Китая, принял специального представителя США по климату Джона Керри, который продолжил свои контакты в столице страны Пекине. Назвав Керри старым другом, во время встречи Ван сказал, что сотрудничество между странами продвигается прямо пропорционально развитию китайско-американских отношений. Керри подчеркнул, что США ищут пути восстановления сотрудничества с Китаем в разрешении климатического кризиса, вызванного глобальным потеплением. Президент Эрдоган встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль-Тани на второй остановке тура по Персидскому заливу. После личных встреч двух лидеров во дворце Лусаил состоялась встреча между делегациями. Подписана совместная декларация по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Турцией и Катаром. Известный американский дипломат Генри Киссинджер встретился с министром обороны Китая Ли Шанфу в Пекине с неожиданным визитом. Министерство обороны Китая заявило, что Киссинджер сказал, что он друг Китая и что дружеское общение между США и Китаем было разрушено, потому что некоторые люди в США подвели Китай. Визит приурочен к годовщине тайного визита Киссинджера в Китай 52 года назад. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон, обязывающий всех госслужащих страны владеть кыргызским языком, имеющим статус государственного. Согласно закону, одобренному депутатами парламента Кыргызстана в мае, кыргызский язык теперь подлежит обязательному использованию в деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций со всеми видами собственности.